Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, сегодняшняя наша тема – это стихийные явления, природные явления, которые Всевышний создал в этой вселенной, и стихийные бедствия, которые происходят по всему миру. Аллах Всевышний дает нам знать в Коране во многих аятах. Один из них – «Астаиду биллах ва халака кулля шей». Аллах – создатель абсолютно всего. В другом аяте Аллах Всевышний говорит: «Хуа аллази халакат самавати вал арда фи ситтати айямин thumma става аля аль-арш». Воистину Аллах – создатель 7 небес и 7 земель. В течение 6 дней, каждый день был по 1000 лет, по нашему времяисчислению. И Он властелин аль-арша, то есть Он властелин великого арша. Это то, что самое огромное, грандиозное тело, которое Аллах создал, объект, который находится над раем. И Он тем самым дает нам знать, что Он властелин абсолютно всего и всем тем, что под аль-аршем. Далее сказано: «Я'ламу ма ялиджу фил арди ва ма яхруджу минха, ва ма янзулу минас самаи ва ма я'руджу фиха, ва хуа ма'акум айнама кунтум». Что означает: воистину Аллах знает обо всем том, что Он создал, что находится в земле и что выходит из земли. И Он знает обо всем том, что создал, что спускается с небес, и то, что поднимается, возносится на небеса. Воистину Он знает о вас, где бы вы ни были. В этой суре Аль-Хадид Аллах Всевышний нам дает знать, что Он создатель абсолютно всего, небес и земель. Всего того, что спускается с небес на землю, и то, что внутри земли, выходит из земли и поднимается, возносится на небеса. Отсюда следует, сказали ученые, то, что Он создатель, нет сомнения, то, что Он не спосылает все, что спускается с небес, нет сомнения, и в том, что Он властелин абсолютно всего, также нет ни малейшего сомнения. Мы отсюда должны понимать и верить без сомнения, и знать, и быть довольны тем, что все, что происходит в природе, это 4 сезона, которые мы видим. Это лето, осень, зима, весна. Все, что спускается с небес во время этих 4 сезонов, это дожди, это снег, это град и все остальное. Все, что происходит, это как ветра, ураганы, цунами, перечисляемые все эти стихийные явления и бедствия, это является то, что Аллах создал, и происходит только по Его воле. Но есть ли те, которые управляют этим по воле Аллаха? Да, в Коране Аллах в другом аяте говорит: «Фальмудаббирати амра». Аллах поставил над ними ангелов, которые они управляют этими стихийными бедствиями и явлениями природы. Главный из них – этот ангел Микаил, алейхиссалям. Аллах говорит: «Я клянусь теми, фальмудаббирати амро», теми, кого я поставил управляющими этими стихийными явлениями, природными явлениями. И Аллах, Он дает утверждение, что они почетные рабы Аллаха. Теперь задумайтесь, дорогие мусульмане, если посмотреть на стихийные бедствия или на природные явления, как солнце, луна, холод, тепло, ниспослание дождя, снега и тому подобное, если будем смотреть как на создание Аллаха и как на то, чем управляют этим 7 ангелы, мы будем это видеть совсем по-другому. А если будем видеть это как чисто природное явление и не видеть, и не думать, и не верить, и не знать о Всевышнем и о ангелах, мы будем уже иной раз недовольны, иной раз довольны, и будем смотреть на это не с той стороны, как надо. Верующий человек, который уверовал Аллаха, уверовал ангелов, уверовал пророков, уверовал в Небесное Писание, он должен смотреть на это как на то, что происходит по повелению, по воле Аллаха, и то, что должно происходить, и нет в этом сомнения. Аллах Всевышний делает в своем владении все, что Он хочет. И все, что происходит в Его владениях, это происходит без малейшего сомнения, или по милости Аллаха, или по Его справедливости. В другом аяте Аллах говорит в суре Аль-Бакара:
Ва аса такраху шай'ан. Воистину, иной раз вы что-то ненавидите, вы не хотите этого и не любите, вы хотите, чтобы этого не было, но это происходит. И сказано: «Вахуа хойру лякум», но это для вас благо. В продолжении сказано: «Ва аса тухиббу шай'a», а в иной раз вы хотите, чтобы это было. «Вахуа шарру лякум», но это для вас, наоборот, зло, это для вас вред. И далее сказано: «Валлаху я'ламу ва антум ля та'ламун». Аллах знает, а вы не знаете. Аллах знает, что для вас благо, что для вас является злом. А вам кажется, это добро, это для вас благо, на самом деле там зло. Это для вас худо. А тут наоборот, вам кажется, это плохо, это для вас хорошо. Как мы видим, по Кавказу прошлись сильные ветра, сильные дожди. Некоторые люди были в панике, некоторые люди, они ушли в уныние, в печаль, в стресс и тому подобное. Да, для некоторых это было по внешнему виду каким-то вредом со стороны дунья. Например, у кого-то снесло крышу, или же, например, попали какие-то определенные камни или что-либо в машину и тому подобное. И он видит в этом: вот бы этого не было. Хуже было бы, если бы, например, было бы по-другому и тому подобное. Мусульманин, верующий, он как должен смотреть? Воистину, видя этот аят и сказанные предыдущие слова из Корана и Сунны, мы должны в этом видеть что? Мы должны в этом видеть воистину, иншаллах, к благу. Например, этот сильный ветер мог снести сильные вирусы инфекции. Эти сильные дожди проливные, они убивают много инфекций и болезней. Это раз. Второе, то, что мы должны видеть, это прощение грехов. Третье, это напоминание о том, что Всевышний является властелином всего, и нужно поклоняться Ему, и нельзя забывать о Нем. Четвертым, человек может вспомнить о смерти и о вечной жизни, о судном дне. То есть мусульманин должен видеть в этом как назидание, напоминание, а не то, что видит только то, что перед носом случилось, какой-то, например, вред, какая-то поломка, что-то у него не получилось в мирском вопросе. Как может себя человек таким образом вести? Также следует мусульманину видеть это таким образом, как сказали ученые: «Хуаль маликуль мульк», воистину Аллах, Он властелин абсолютно всего, и Его власть, она не является данной Ему кем-то, не является меняющейся и не является той, которая исчезнет. Вся власть, которую Аллах дал на протяжении всего человечества людям или кому-либо из созданных, эта власть, она проходящая, она меняется. То она есть, то ее нету. А власть Аллаха никем не дана. Аллах Всевышний, вечно без начала властвующий, есть и будет всегда, не меняется. И то, что Аллах создал нас, Он наш властелин. И все, что Он нам даровал, тоже в Его власти. Запомните это правило, вам будет очень легко. Ученые сказали: Аллах Всевышний, Он властелин всего, Он властелин своих рабов, и Он властелин того, что ввел во владение своим рабам. Например, я раб Аллаха, Он мой властелин, я в Его владении, своим телом, душой и все, что у меня есть. И то, что Он в этом мире дал мне во владение, например, я что-то купил или что-то подарили, каким-то образом это вошло в мое владение, дом это или машина, какое-то имущество, деньги, это все Аллах дал мне. Раз Он дал, Он ввел это в мое владение, но это не означает, что это ушло из Его владения. И я Ему принадлежу, и все, что принадлежит мне, тоже принадлежит Ему. И это у меня временно, а Аллах Всевышний этим владеет, и никто Ему это не дал, и это не временно. То есть Он вечно без начала, вечно без конца, Его власть была всегда, есть и будет над всем. А наше владение над чем-то, оно временное. Дорогие мусульмане, относитесь к этому вопросу с легкостью. Смотрите на это не так, что только видите ветер, дожди и трудности. Вы должны видеть за всем этим того, кто это создал, сердцем. То есть вы должны сердцем видеть, знать, быть довольными Аллахом Всевышним. И ни в коем случае не поддаваться панике и стрессу, печали и грусти. Мусульманину не следует и не подобает так себя вести. Поэтому в такой период нужно больше читать дуа.
Нужно просить у Всевышнего: о Аллах, дай нам этот дождь, чтобы он был полезным, чтобы он для нас был насыщенным, чтобы он для нас был невредящим. О Аллах, дай эти стихийные бедствия, чтобы они нам были полезными, невредящими, так как мы верим, что это все происходит по воле Аллаха. Поэтому обращайтесь к Аллаху в трудные времена, читайте Коран, адкары и дуа. Это будет спасением для нас всех. Акулю хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.